На минувшей неделе в Республике Башкортостан впервые прозвучало такое предупреждение, как ракетная опасность. Что делать, если оно вдруг поступило, обсудим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии. Кирилл Первов, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Кирилл Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, мы с вами говорим о том, что ракетная опасность. Вот такое сообщение поступило на телефоны жителей республики. Расскажите, что это значит? Ракетная опасность — это значит то, что существует угроза нападения с применением ракет. В данном случае соответствующие структуры Министерства обороны провели свою работу и зафиксировали ракеты на территории Российской Федерации. Своевременно было проведено оповещение населения. Это как раз нужно для того, чтобы граждане могли максимально себя обезопасить. Если говорить о том, чем отличается ракетная опасность от беспилотной опасности, мы тоже в средствах массовой информации, в своих соцсетях эту информацию размещали. Конечно, здесь речь идет о том, что ракета гораздо быстрее летит, чем беспилотник, поэтому здесь время на принятие решений гораздо меньше, поэтому необходимо оперативно все действия делать. Как мы говорим, это укрыться в каких-то подземных паркингах, пешеходных переходах, подъездах, то есть в тех местах, где минимальная возможность того, что вас настигнуть могут какие-то, например, осколки даже, да? То есть даже если какой-то произойдет там где-то хлопок, то если вы будете находиться рядом с окнами, то вы можете элементарно пострадать от разбития стекол. Поэтому мы рекомендуем в тех местах, если нету таких укрытий подземных, избегать открытой местности, раз. Второе, если вы находитесь дома, то зашторить окна. И, например, где-то в коридоре или в ванной комнате, где нет окон, переждать эту опасность. Республика была готова к тому, что вот такое вот сообщение, такая опасность может возникнуть? Конечно, здесь заблаговременно работа проводится, большая работа. Это и по противодействию атакам беспилотных летательных аппаратов, и по другим видам оружия. Это большая комплексная работа, которая как на федеральном уровне, так и на региональном уровне ведется. И оповещение — это как раз одно из основных мероприятий для того, чтобы оперативно можно было укрыться и не допустить, самое главное, человеческих жертв. То есть наши первые действия, как только мы получили это сообщение, это зайти куда-то в помещение, укрыться, зашторить окна? Да, это самые главные требования, следуя которым вы максимально безопасно будете находиться. Ну и 4 марта в Республике Башкортостан предстоят учения. Насколько я понимаю, это просто совпало? Да, это ежегодно проводится. У нас 1 марта отмечается Международный день гражданской обороны, поэтому 4 марта проводится такая всероссийская тренировка по оповещению населения. 4 марта в период с 10 до 11 часов будет задействовано в том числе сиренно-речевое оповещение. До 3 минут будут работать сирены. Также будет происходить перехват телерадиосигнала, доводиться сигнал внимания всем. И вот новшество именно этого года, еще в Уфе мы такой пилотный проект реализуем. Это по оповещению через домофонную сеть. Вот эти умные домофоны, панели также будут оповещать. И будут размыкаться подъезды. Это более 12 тысяч подъездных дверей. Это нужно как раз для того, чтобы, если будут реальные угрозы, чтобы люди могли укрыться в подъездах. Кирилл Сергеевич, кто примет участие, может быть, в этих учениях? Но все системы оповещения будут задействованы, которые у нас есть. У нас есть соответствующий основной пункт оповещения в нашем подведомственном учреждении. И также все муниципальные образования будут принимать участие в этой тренировке. Сейчас такое время года наступает, межсезонье, между зимой, весной, и уже вот начинается таяние, и наверняка уже началась подготовка к паводку. Конечно, здесь мы работу проводим традиционно заблаговременно, в первую очередь совместно с Главным управлением ЧС, Министерством природопользования и экологии, муниципалитетами. Мы превентивные мероприятия проводим. Буквально 26 февраля было проведено первое заседание противопаводковой комиссии, где были доведены предварительные прогнозы. В целом мы видим, что по республике все основные показатели или в районе нормы, или чуть ниже нормы. Есть отдельные, получается, реки, где эти показатели чуть выше, но еще в целом, практически целый март еще достаточно эти показатели могут меняться. Это касается и запаса воды в снеге, и толщины льда. Поэтому в режиме реального времени все это отслеживаем. Проводим уже превентивные мероприятия. Это традиционно чернение, распиловка для того, чтобы не образовывались ледовые заторы.
Ну и вот последние годы мы постоянно проводим уже взрывные работы. В этом году также они уже начаты. Первые работы проведены на реке Уршак в Чешминском районе. И по соответствующему графику в марте месяце мы еще будем эти работы проводить там, где вероятность образования заторов наиболее велика. Ну, наверняка уже проанализировали и прогноз погоды в сотрудничестве с Башгидрометцентром. Наверняка уже есть какой-то, может быть, и примерный план, может быть, спрогнозировали, какие участки в Республике Башкортостан у нас будут наиболее подвержены подтоплению. Ну, эта работа организована в целом планомерно. У нас определен перечень населенных пунктов, которые подвержены подтоплению. Всего в Республике Башкортостан их 313. И также определены 70 затороопасных участков рек в 27 муниципалитетах. Поэтому вот эти населенные пункты и эти участки, они в зоне отдельного внимания, то есть они мониторятся как с земли, так и с воздуха, с использованием как беспилотных летательных аппаратов, так и также мы будем применять наш пожарно-спасательный вертолет К-32. Кирилл Сергеевич, ну мы с вами встретились как раз в тот период, когда в Пермском крае погибли несколько человек из Республики Башкортостан. Это туристы, которые отправились. Вот, может быть, есть какие-то подробности, почему случилось это несчастье? Ну, там еще идут следственные действия, поэтому до конца о причинах говорить еще рано. Но уже вот однозначно мы можем сказать, что, во-первых, эта группа не была зарегистрирована, и поэтому, когда какие-то проблемы у них начались, не сразу их начали искать. То есть могу сказать, что они прибыли вот в эту местность 20 февраля, а родственники сообщили о том, что вот они не выходят на связь только 27 февраля, через 7 дней. Поэтому здесь, конечно, рекомендации для всех вот любителей таких экстремальных путешествий. Мы еще раз говорим, что обязательно нужно проходить регистрацию перед отправкой на маршрут для того, чтобы вас своевременно начали искать. Но также уже подтверждено, что в этот период достаточно сложные метеоусловия были в Пермском крае, то есть сильная метель, достаточно низкие температуры до минус 30 градусов. Все это привело к тому, что вот в 30 километрах от начала маршрута все 5 снегоходов остановились. Причины того, вот, почему это произошло, там технически все эти организационные и так далее, сейчас как раз предстоит выяснить следствие. Я правильно понимаю, что они не разводили костер почему-то? Вот как-то они пытались спасти себя? Есть вот такая информация? Ну, знаете, сейчас один пострадавший, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Конечно, мы надеемся, когда он придет в себя, он все детали расскажет о том, почему это произошло. Но странностей много. Да. Ну, какие вы нам не расскажете? Ну, я поэтому не стал бы забегать вперед. Здесь не тот случай, когда что-то нужно гадать. Дождемся уже конкретики от участника этих событий. Ну и расскажите еще любителям, может быть, зимней рыбалки, которые до сих пор выходят на лед. И для детей, наверное, эта информация, точнее, для родителей будет эта информация важна, как вести себя сейчас вблизи водоемов. Ну, март он уже такой достаточно коварный, потому что начинаются у нас в республике процессы таяния снега. Вот мы буквально на прошедшей неделе проводили мониторинг с использованием беспилотного летательного аппарата и видим, что уже начинаются забереги, да, промоины, особенно это актуально для рек. Поэтому вот в марте месяце мы уже рекомендуем отказаться рыбакам, ну и, конечно, детям вообще нельзя одним выходить на лед, от вот таких мест, где есть течение, потому что это в первую очередь, где могут возникнуть такие промоины, которые могут быть даже на первый взгляд не видны. Ну а дальше, вот уже к концу марта, по цвету льда традиционно, да, что мы рекомендуем определять, если вы видите, что уже темного цвета становится лед, если на нем есть вода, то ни в коем случае, конечно, уже нельзя выходить на этот лед, потому что он опасен. Уфа становится центром проведения Кубка МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Расскажите, насколько это важное мероприятие именно с точки зрения повышения, может быть, профессиональных навыков? Ну, на самом деле Уфа является такой традиционной столицей пожарно-спасательного спорта, наверное, можно сказать, в Российской Федерации. Здесь проводились и крупные международные мероприятия, это и чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту, Кубок министра МЧС России. Вот сейчас Уфа будет принимать в эти дни Кубок МЧС России. Это связано с тем, что, ну, во-первых, вся необходимая инфраструктура есть. У нас в Уфе 2 пожарно-спасательных манежа. Один расположен вот у нас в районе стадиона «Нефтяник», это пожарно-спасательный манеж Главного управления МЧС. И в селе Чесноковка пожарно-спасательный манеж Управления пожарной охраны города Уфы. Поэтому все необходимые условия есть для проведения соревнований как летом, так и зимой.
Поэтому спортсмены очень любят у нас бывать в республике, потому что, с одной стороны, есть вся необходимая инфраструктура и, конечно, традиционно башкирское гостеприимство. Те, кто хотя бы один раз в Башкирию приехал, с удовольствием, конечно, туда возвращаются. Поэтому в эти дни мы совместно с коллегами с Главным управлением ЧС России по Республике Башкортостан, всей структуры правительства, сделаем все для того, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно и показали достойный результат. Ну и в завершении нашего интервью, Кирилл Сергеевич, давайте еще раз напомним, что делать, как действовать, если вдруг возникло такое предупреждение, как ракетная опасность. Ну, во-первых, нужно следить за предупреждениями властей. Мы традиционно несколько видов оповещений проводим для того, чтобы максимальное количество охватить. Это касается и СМС-оповещения, информируем через наши социальные сети. Также мы рекомендуем установить мобильное приложение 112, которое незамедлительно вас оповестит. И дальше уже следовать, в том числе, рекомендациям, которые мы размещаем. Если это именно ракетная опасность или угроза беспилотной опасности, то еще раз желательно покинуть открытые участки улиц, не подходить к окнам, и тогда вы максимально себя обезопасите. Ну и 4 марта с 10 до 11 ожидается учебная тревога. Да, сирены будут работать около 3 минут, поэтому призываем всех сохранять спокойствие. Кирилл Сергеевич, спасибо огромное, что пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа интервью. На наши вопросы ответил Кирилл Первов, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.